Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Повстанцы из ИГИЛ снова захватили сирийскую Пальмиру, которую в марте с таким трудом отбила у них правительственная армия. В городе опять начались массовые казни. Боевики также собираются заняться уничтожением памятников античной архитектуры, которые не успели взорвать в прошлый раз. Джип «Золото Усы», владелец самого известного во всей Азии джипа-пакистанец Мастахан, копил на невероятный тюнинг своего автомобиля целых 45 лет. Посмотреть на автошедевр и усы хозяина съезжаются тысячи людей. У меня нет ни счета в банке, ни недвижимости. Все, что я зарабатываю, я трачу на свою машину. Власти Кыргызстана объявили референдум по изменению Конституции состоявшимся. Теперь страна должна окончательно превратиться в парламентскую республику. Избиратели заявляют о многочисленных вбросах и нарушениях. Обе руки жали, ничего не прошло. Что я должна делать? 73-летний Мик Джаггер в 8-й раз стал отцом. Сына лидеру легендарной группы Rolling Stones родила его новая возлюбленная, 29-летняя балерина Мелани Хамри. Повстанцы из ИГИЛ снова взяли под свой контроль значительную часть сирийского города Пальмира, который является жемчужиной античной архитектуры. Боевики воспользовались тем, что армия Асада и российский спецназ были заняты зачисткой Алеппо от других сирийских повстанцев, и также пауза в наступлении на город Рака антитеррористической коалиции. В Пальмиру вторглось более 5000 повстанцев, которые сразу же развязали террор в отношении местного населения и угрожают взорвать все памятники Пальмиры, которые не успели уничтожить в первый раз. Бои за город продолжаются уже 3 дня. Накануне в понедельник сирийское правительство было вынуждено признать, что армия Сирии отступила на окраины города. Как заявляют боевики, это было скорее бегством, чем отступлением. Армия Асада, отступая, побросала всю свою артиллерию и танки. Вместе с правительственными войсками из города были эвакуированы российские археологи. Вы видите кадры аффилированного с ИГИЛ агентства АМАК. Боевики расстреливают из крупнокалиберных пулеметов убегающих солдат Асада. Последние часы из района Пальмиры со ссылкой на местных правозащитников поступают сообщения, что сирийская армия во время отчаянной попытки вернуть город применила против повстанцев боевой газ «Зарин». Как утверждают сами повстанцы, бомбы с «Зарином» были сброшены с российских самолетов, и якобы в результате атаки 34 человека погибли и 200 пострадали. Тем не менее, войскам сирийского режима не удалось сбить наступательный порыв повстанцев из ИГИЛ. Вы видите кадры, на которых боевики отбивают у солдат Асада очередные позиции. Город-памятник Пальмира был захвачен отрядами ИГИЛ в мае 2015 года. Боевиками были расстреляны и замучены сотни пленных солдат и гражданских лиц, которые сочувствовали сирийскому режиму. В Пальмире также осуществлялись массовые казни представителей сексуальных меньшинств. Почти сразу после захвата города повстанцы приступили к уничтожению памятников античности, которые они объявили языческими. Был публично обезглавлен и главный хранитель пальмирских музеев. Пальмира была освобождена от повстанцев из ИГИЛ в ходе совместной российско-сирийской операции в марте 2016 года. Российские саперы обезвредили тысячи мин в исторической части города. Восстанавливать Пальмиру приехали ведущие российские археологи. Также сразу же после освобождения города в местном античном амфитеатре прошел концерт Российского симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Боевики ИГИЛ все эти месяцы не оставляли своих попыток вернуть Пальмиру под свой контроль, и вот сейчас им это снова удалось. Между тем, у других сирийских повстанцев из радикальной Джабхат ан-Нусры и ее союзников дела обстоят не так хорошо, как у ИГИЛ. Сирийская армия практически полностью разгромила их силы в восточном Алеппо. Сейчас под контролем оппозиции остаются всего несколько кварталов города, по которым артиллерия и авиация, не переставая, наносят мощные удары.
Это кадры Рейтер, на которых обстрелы юго-восточной части Алеппо. В последние сутки оттуда поступали сообщения, что Соединенные Штаты и Россия позволят оставшимся боевикам и членам их семей покинуть город по специальным коридорам. Однако российский МИД и сирийское правительство заявили, что этого не будет, и все, кто не сложит оружие, будут уничтожены в ближайшие часы. Тем временем Генштаб России заявляет, что российским военнослужащим только за минувшие сутки удалось вывести из района боев более 20 тысяч жителей города, которых ранее удерживали боевики. Со слов российского командования, вся тяжесть обеспечения этих беженцев продуктами, водой и медикаментами сейчас лежит на России и сирийском правительстве. А международные организации так и не довезли до Алеппо обещанную помощь. За последние двое суток из района Восточного Алеппо российским центром выведено уже около 50 тысяч мирных жителей, которые нуждаются в обещанной вами гуманитарной помощи. Пришло время проверить истинность ваших намерений. В подтверждение своих слов российские военные продемонстрировали кадры исхода жителей из Алеппо, снятые дроном. Как вы видите, поток людей эпизодически вынужден останавливаться, так как некоторые улицы по-прежнему простреливаются повстанцами и сирийской армией. В Кыргызстане в эти выходные состоялись выборы в местные органы самоуправления, а также референдум по изменению Конституции. Социальные сети заполонили гневные посты избирателей. Они заявляют о массовых вбросах бюллетеней, подкупе использования админресурсов президентской партии. Но больше всего возмущение у избирателей вызвала новая сомнительная технология голосования, с которой жители страны так и не смогли толком разобраться, рассказывает Джибек Бегалиева. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, обе руки жали, ничего не проходит. Что я должна делать? А как голосовать можно? Попробуйте, говорят, на первом. На первом, и на третьем, и нету. И что делать? Я должна проголосовать. Мы ничего не можем вам ничем помочь. Ну что ж вы так организовали? Голосуют по-новому с применением биометрики в Кыргызстане уже не первый раз. Однако обращаться с капризной техникой в республике так и не научились. Сбой был этот, да? Из-за сбоя техники у некоторых не распознают отпечатки пальцев. В связи с этим многие граждане не смогли проголосовать. Такие сбои, по данным коалиции за демократию и гражданское общество, происходили на каждом 4-м участке. Сколько всего избирателей так и не смогли проголосовать, неизвестно. Десятки людей на некоторых участках просто разворачивались и уходили. Система их просто не распознавала. Про меня вот здесь человек 10 ушло. Но это же не дело, правильно? Это здесь с одного этого. А сколько у нас этих? А зачем тогда... Как объяснили вам? Не выходит это? Или вообще не работала. Организуйте, пожалуйста. Вот смотрите, сколько людей собрали здесь. У меня время убоит. Это вообще неправильно. Койгуна нормальный аппарат. Поставьте нормальный аппарат. Мы поставим пальцы, проголосуем. Это наше право, не так ли? Почему дорогая аппаратура так часто ломалась, никто так и не понял. Местные наблюдатели списали все на холодную погоду. В ЦИК пообещали, что в следующий раз такого не повторится. Независимые эксперты утверждают, что компьютер не распознает отпечатки пальцев из-за холода. ЦИК будет работать над устранением причин сбоя техники, некорректного отношения к избирателям на некоторых участках. Но на результаты голосования в целом эти случаи не оказали существенного влияния. По данным Центра избиркома, поправки в Конституцию поддержали около 80% кыргызстанцев, пришедших на выборы. Это 7-й по счету раз, когда в стране переписывают главный свод законов. Законность – это следование сегодняшней Конституции. А если мы сегодня топчем сегодняшнюю Конституцию, почему мы должны Конституцию следующую уважать? Мы не можем себе позволить такую роскошь. И мы сегодня ее поменяли вопреки тому, что там всем законным основаниям. Мы просто пошли по нему. Переписать Конституцию и на этот раз предложил глава республики. Президентские полномочия по задумке Алмазбека Атамбаева остаются прежними, а позиции премьер-министра значительно укрепляются. Прежние силы не будут иметь и международные юридические нормы. Новая редакция вступит в силу в декабре следующего года, когда закончится срок нынешнего президента. До тех пор обновленную Конституцию Алмазбек Атамбаев обещает бережно хранить и ни в коем случае не терять. Джибек Бегалиева, Бексултан Абубакиров, Айбек Кучуманов, Иван Асаналиев. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Во Франции освобожден из тюрьмы бывший казахстанский банкир Мухтар Аблязов, которого считают одним из главных противников президента Назарбаева. Аблязов провел во французской тюрьме более 3 лет. Его выдачи добивались сразу
3 страны – Казахстан, Украина и Россия. Во всех них Аблязова обвиняли в многомиллиардных хищениях. Вы видите кадры телеканала «Лайф», на которых Мухтар Аблязов выходит на свободу. Напомним, что Аблязов был задержан во Франции по требованию о его экстрадиции со стороны властей России. Эту просьбу даже одобрил бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс. Однако Государственный совет Франции, это высшая административная инстанция этой страны, посчитал, что требования о выдаче Аблязова связаны с политическими целями и аннулировал указ о его экстрадиции в Россию. Мухтар Аблязов покинул Казахстан в 2009 году. В Казахстане стартовала офлайн-продажа входных билетов на выставку «Экспо-2017». В зависимости от дня посещения стоимость билета варьируется от 12 до 18 долларов. Пока дирекция международной выставки готовится принимать гостей, подрядные организации никак не могут разобраться с обрушением части павильонов. Среди самых вероятных причин – некачественный металл из Китая. С подробностями Айнур Коскина. В кассах Астана Экспо-2017 началась продажа билетов на международную выставку. Их уже можно приобрести по всей стране в отделениях Казпочты, в сетях магазинов и торговых развлекательных центров. При этом онлайн-продажи билетов через сайт выставки начались 10 июня текущего года, ровно за год до начала мероприятия. За это время были заключены договоры с 5 туристическими компаниями на покупку 74 тысяч билетов. Еще 500 тысяч планируют реализовать китайским туристам. Пока представители дирекции международной выставки делятся своими планами, строители восстанавливают последствия недавнего ЧП. Через пару недель после передачи первых павильонов 5 странам-участницам произошло обрушение декоративного мостового перехода. 70-метровая конструкция не выдержала 30-градусного мороза. По счастливой случайности никто не пострадал. Всю вину за произошедшее переложили на проектировщиков. Но назвать, кто именно скрывается за словом «субподрядчик», так и не решились. Впрочем, от ответа на этот вопрос ушел и руководитель стройкомпании, на объекте которого рухнула конструкция. Это IT-инжиниринг, это генеральный подрядчик. Здесь нет никаких секретов. На второй день после ЧП Айдин Рахимбаев в своем аккаунте в Facebook высказал предположение, что причиной обрушения стал металл из Китая. Он не выдержал астанинских морозов. В социальных сетях сразу же поддержали эту версию. Казахстанцы опасаются, что этот же металл использовался при возведении и других конструкций. На самом деле каждый фрагмент Экспо, согласно проектных работ, имеет свое предназначение. Невозможно с одного металла построить свой экспорт. На церемонии открытия павильонов представитель все той же фирмы-подрядчика заявил о том, что на установку солнечных батарей на зданиях средств не хватило, но при этом глава строительного холдинга об этом не в курсе. Планировали изначально на крышу, то есть батареи, наверное, вторым этапом это будет. Пока с учетом немножко кризиса было принято решение отказаться. Потом, я думаю, это все возобновится. Батареи первый раз об этом слышу. То есть вы не знаете об этом, да? Правда. Я говорю, все необходимые комментарии были даны же на пресс-конференции, правильно же? Вы на ней, наверное, были. Цена билета на выставку в будний день составит 4000 тенге, на выходной 6000. По текущему курсу это 12 и 18 долларов. Билеты с открытой датой обойдутся ровно на 2000 тенге дороже. 50% скидка предусмотрена для студентов и школьников, а детям до 6 лет и представителям социально защищаемых слоев населения будет предоставлено бесплатное право посещения. Изначально планировали, что Экспо-2017 посетит 1 миллион 800 тысяч туристов, из которых 1,5 миллиона составят казахстанцы. Потом власти Астаны заявили, что число туристов превысит 5 миллионов человек. Затем было решено включить стоимость посещения выставки в цену авиа и ЖД билетов. Но пока эта инициатива окончательно не реализована. Айнур Коскин, Ганизат Оспанов. В настоящее время Казахстан, Астана. Таджикские гражданские пилоты теперь смогут проходить летную подготовку на самых современных авиатренажерах у себя на родине. До этого искусству пилотирования боингов и аэробусов в сложнейших горных условиях им приходилось учиться в США и Турции. Рассказывает Анушервон Арипов. 24 таджикских пилота прошли специальную программу летной подготовки в США. Курсы проводили лучшие инструкторы американской авиакомпании «Дельта» с преподавательским стажем, превышающим 15 лет. Программа была разработана индивидуально, с учетом того, что Таджикистан – горная страна, и включала в себя теоретические занятия и отработку на тренажерах аварийных ситуаций. Курсы длились всего 3 недели, но были очень насыщенными, а их цель – показать уровень таджикских пилотов и выявить, насколько он соответствует международным стандартам.
Благодаря этому мы можем расширить географию наших полетов. Перед тем, как это сделать, мы хотим быть уверены, что уровень наших пилотов соответствует мировым стандартам. Помимо пилотов, в США подготовили 6 таджикских инструкторов. Занятия включали в себя проверку преподавательских навыков таджикских специалистов. То есть они проводили занятия на заданные темы под контролем коллег из Дельты. До сегодняшнего дня пилоты Самон Эйр пользовались услугами иностранных инструкторов, для чего дважды в год выезжали в Турцию. Теперь республика будет готовить пилотов самостоятельно, а для прохождения обязательной каждые полгода тренажерной подготовки они будут выезжать в США. Инструкторы-пилоты Самон Эйр закончили полный курс подготовки, и они сейчас достаточно квалифицированы для обучения пилотов. Мы обратили внимание, что инструкторы очень сильно стремились к знаниям, были отлично подготовлены технически и будут отлично готовить пилотов. В следующем году начнется новая фаза сотрудничества двух компаний. Через спецкурсы планируется провести практически весь состав таджикского авиаперевозчика. Возможно, договор между Самон Эйр и Дельтой будет продлен на 3-5 лет. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. 73-летний Мик Джаггер в 8-й раз стал отцом. Сына лидеру легендарной группы Rolling Stones родила его новая возлюбленная, 29-летняя балерина Мелани Хамрик. Джип «Золото Усы». Владелец самого известного во всей Азии джипа-пакистанец Мастахан копил на невероятный тюнинг своего автомобиля целых 45 лет. Посмотреть на автошедевр и усы хозяина съезжаются тысячи людей. У меня нет ни счета в банке, ни недвижимости. Все, что я зарабатываю, я трачу на свою машину. Более 1000 российских спортсменов в 30 видах спорта связаны с употреблением допинга или сокрытием положительных проб. Об этом говорится во второй части специального доклада, который был опубликован Всемирным антидопинговым агентством. Первая часть доклада была обнародована накануне Олимпиады в Бразилии, который едва не привел к полному отстранению российских спортсменов от игр. Екатерина Бучнева о том, какие неприятности сулит российскому спорту вторая часть международного расследования. Подмены проб, более 500 фальшивых отчетов и покрывательство употребления спортсменами запрещенных веществ. Все это, согласно докладу Макларена, происходило с ведома российских властей. Заговор существовал в летних и зимних видах спорта. В нем с целью манипуляций допинговыми пробами участвовали атлеты и российские официальные лица из Министерства спорта, РУСАДА, Московская антидопинговая лаборатория, а также ФСБ. Эти спортсмены действовали не сами по себе, а в рамках организованной инфраструктуры. Фигурантами второй части доклада Макларена стали 12 медалистов Сочинской Олимпиады. Их имена не раскрываются, но известно, что среди них 2 чемпиона, завоевавших 4 золота. Такой результат в Сочи был у российских бобслеистов Александра Зубкова и Алексея Воеводы. Последний в этом году стал депутатом Госдумы. Все обвинения в допинге он отрицает. Человек, который проиграл, будет цепляться за любую возможность, чтобы сказать, что не он был слабее, а там была нечестная игра. Поэтому, правда, вызывает какую-то, легкую ухмылку. Вместе с докладом ВАДА опубликовала десятки писем и показаний свидетелей, в том числе бывшего главы РУСАДА Григория Родченкова. Инструкции по подмене и уничтожению положительных проб спортсменов ему якобы давал замминистра спорта Юрий Нагорных. Его непосредственный руководитель Виталий Мутко, которого в октябре Путин повысил до вице-премьера, напрямую в докладе не обвиняется. Однако Макларен уверен, не знать о происходящем министр не мог. Информация передается в министерстве, как и в любой иерархичной организации, снизу вверх. И я думаю, что по министерским каналам информация к нему поступила. Его заместитель был ответственен за описанные мною действия, но прямых доказательств его осведомленности у меня нет. Нынешний глава Министерства спорта Павел Колобков заявил, что никакого государственного заговора не было и пообещал проверить доклад Макларена. Президент Олимпийского комитета России также отверг обвинения ВАДА. Мы, конечно же, не согласны с утверждениями, что якобы в России существовала какая-то государственная система поддержки допинга. Это неправда. Такой системы никогда в России не было. Впрочем, Международный олимпийский комитет считает иначе. Накануне он продлил санкции в отношении России, введенные в июне
июле после публикации первой части доклада. Все спортивные мероприятия под эгидой МОК в России запрещены. С призывом отказаться от них комитет обратился и ко всем федерациям зимних олимпийских видов спорта. Многие уже задаются вопросом о возможном отстранении России от зимней Олимпиады 2018 в корейском Пхёнчхане. Впрочем, глава специально созданной в России независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов надеется на лучшее. Я, например, не считаю, что мы не попадем на зимнюю Олимпиаду. Я оптимист. Вы считаете, что очевидно, что мы не попадем. Но я надеюсь, рассчитываю на то, что мы все работаем, объясняем, в том числе и наша комиссия, мне кажется, немало делает. Будем надеяться, что все будет благополучно. Не теряет надежды и сам Макларен. Канадский юрист, возглавлявший расследование ВАДА, верит, российский спорт может вернуть международное доверие, если проведет необходимые реформы. Однако сами чиновники к ним, кажется, не готовы. В Госдуме признавать проблему допинга просто отказываются. И если даже какие-то махинации были, а я считаю, они были частного характера, типа Родченков и кто-то, за деньги или коррупция, или сговор. Но это был вот отдельные взятые спортсмены, отдельный человек с отдельной процедурой. Говорить про государственный подход нет, даже у меня даже никаких оснований это делать. Поэтому, в общем-то, не стало Родченкова, заметьте, не стало допинга. Вот и весь вывод. Президент Владимир Путин, назвавший допинг-скандал травлей наших спортсменов, объяснял его внешним давлением, но все же пообещал к следующему году национальную программу по борьбе с допингом. Однако в возможность реальных изменений верят не все. Разгром полнейший. В принципе, все было ожидаемо. Надеяться на какие-то реформы, да, но все, что предлагается, разумное, к сожалению, почему-то не воспринимается. Ситуация, соответственно, именно такая, как сегодня есть, она, на мой взгляд, не оставляет. Кажется, бороться в России собираются не столько с допингом, сколько с ВАДА. Новая глава российского антидопингового агентства, прыгунья с шестом Елена Исенбаева, пропустившая игры в Рио из-за дисквалификации национальной сборной, заявила, что в ее приоритетах борьба с дискриминацией российских спортсменов. Конечно же, в моих интересах не допустить данной ситуации, в которой оказалась я, чтобы наши спортсмены из нашей страны, чтобы отношение к нашим спортсменам из нашей страны было такое же, как и ко всем другим спортсменам, чтобы оно не было предвзятым лишь только потому, что нас обвиняют во всем, что только можно. Исенбаева еще не знакома с полным текстом доклада Макларена, но считает, что если к российским спортсменам применят принцип коллективной ответственности, то следует распространять его и на атлетов из других стран. Екатерина Бучнева, «Настоящее время». Один из самых известных музыкантов мира, 73-летний солист легендарной группы Rolling Stones сэр Мик Джаггер, снова стал отцом. 8 декабря у него родился 8-й ребенок, и это мальчик. Как сообщает Рейтер, матерью ребенка стала последняя по счету возлюбленная певца, 29-летняя американская балерина Мелани Хемрик. Также сообщается, что Мик Джаггер лично присутствовал на родах. Отношения Джаггера и Хемрик начались 2 года назад. Они не женаты официально. Известно, что старшему из детей Джаггера, его дочери, уже 45 лет. Она старше на 16 лет его нынешней возлюбленной, а самому младшему из сыновей 17. 2 года назад певец стал прадедушкой. Официально Джаггер был женат всего 2 раза. Количество неофициальных браков затрудняются назвать даже адвокаты рок-музыканта. Пакистанский автолюбитель Мастан Хан стал достопримечательностью своей страны. Посмотреть на него специально съезжаются туристы со всего мира. Мастан Хан стал знаменитым благодаря 3 своим любимым увлечениям. Это золото, усы и джип. Старый армейский джип Мастан Хан купил за $2000, а на тюнинг машины он потратил в 6 раз больше, и это еще не конец. Чтобы довести ее до идеального, по мнению автолюбителя, состояния, ему нужно еще примерно столько же. У меня нет ни счета в банке, ни недвижимости. Все, что я зарабатываю, я трачу на свою машину и развлечения. Мастан Хан копил деньги на автомобиль в течение 45 лет, когда был чернорабочим в Дубае. Затем он вернулся в родной Пакистан и теперь весело проводит время, катая туристов и местных жителей на своей удивительной машине. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.